Вот один из коллекторов в Назрани. Здесь нет порывов и луж. Причина приезда рабочей бригады на улицу Муталиева – профилактическая чистка канализационных труб. Здесь заранее оценили необходимость проведения этой работы. Такие меры принимаются с целью избежать в будущем заторов и продлить срок службы канализационной системы. Проверили все канализационные коллекторы в нашем городе. В связи с тем, что у нас регулярно забивается канализация, вот я могу привести пример, она часто забивается вот на пересечении улиц Газдиева и Асканова. Там, потом в районе за Ковчегом течет она периодически. Ну, в 105-м массиве у нас есть случаи, как, конечно, мы реагируем на эти все случаи. Этой улицей рабочие не ограничатся. Отныне профилактическая очистка канализации будет проводиться на регулярной основе по всей Назрани. Такое решение мэрия города приняла в связи с участившимися порывами. Так, в январе произошла одна из крупных аварий на канализационном коллекторе по проспекту Базоркина. Пришлось устранять коммунальную катастрофу на протяжении нескольких дней. Трубы были забиты крупным бытовым мусором. Настало время, чтобы вот начать профилактику этих сетей, чтобы мы будем проверять каждый люк, смотреть, что там творится, в случае необходимости прочищать это все, ну, чтобы наша система водоотведения работала как положено. Эта профилактика нам зачем нужна? Вот вы засняли колодец, да, он стоит там забитый. Если бы эту работу мы не проводили бы, да, вот это повлекло бы к тому, что через какое-то время здесь на улице текла бы канализация. Мы своевременно это выявили, сейчас прочистим и будет все нормально. Порывы канализации сопровождаются не только финансовыми затратами. Они ограничивали движение транспорта, людей, а зловоние от сточных фонтанов приходилось терпеть неделями. Жители жаловались и на порыв в районе торгового объекта «Ковчег». Это одна из оживленных точек Центрального округа. Огромные ямы с лужами – результат неисправности канализационного коллектора. Правда, сейчас канализационные ручьи здесь не увидишь. Мэрия города провела ремонт. Над устранением проблемы пришлось изрядно потрудиться. Также на этой неделе ликвидировали еще один прорыв канализационного коллектора по улице Новая. В районе Ковчега наши работники устранили вот эту проблему с канализацией. На улице Газдиева стараемся вот максимально короткий срок. Вот у нас на Газдиева, да, в один день проблема появилась, на следующий день мы ее устранили. В 105-м массиве пару дней назад наши работники отработали. Да, стараемся устранять. Пока жители обвиняют муниципальные власти в несвоевременном обслуживании канализационных коллекторов, представители мэрии объясняют причину таких коллапсов – безответственностью некоторых горожан. В ходе работ в трубах довольно часто встречаются необычные находки. Строительные материалы, одежда, тряпки, даже сумка попадалась. И самое распространенное – детские подгузники, которые в воде увеличиваются в размерах и вызывают засоры. Наш город растет, развивается, строится масса социальных объектов новых, строятся многоквартирные дома. Это первый момент. Следующее – это то, что ветхость этих сетей водоотведения в некоторых случаях она подлежит полной замене. Вот как я говорил, на улице Газдиева, да, там метров 200 вот трубу надо менять полностью. Потом третья причина – это то, что вот жители нашего города скидывают в канализацию бытовой мусор, полотенца, салфетки, ну и так далее. Только за год коммунальным службам приходится устранять до сотни засоров. Местная администрация призывает жителей выбрасывать все твердые бытовые отходы и строительный мусор в предназначенные для этого урны и ни в коем случае не смывать их в канализацию, ведь этот мусор не растворяется, а скапливается в трубах в крупные кучи и приводит к аварийным ситуациям. В мэрии намерены продолжить работу по профилактической прочистке коллекторов, что поможет избежать разрушения труб и больших расходов на капитальный ремонт. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.